Я обращаюсь к нашим жителям республики. К сожалению, самое худшее, чего мы и опасались, подтвердилось. И сегодня, по тем данным, которые сегодня есть, они уже не требующие уже дополнительной проверки. Это тот, который взорвался в Домодедово, является Магомедом Евлоевым со селения Аль-Юрт. Это очень плохо и трагично для нашей республики. Очередной след на нашу республику, очередной такой негатив на республику, на нашу молодежь. Да, по подозрению в соучастии, как сказали СМИ, задержаны его братья и сестра. Хотя там нет соучастия, там их сразу же вызывали на допрос вместе с родителями. Родители отпустили, а этих двоих оставили. У них есть какая-то информация, и они ее сейчас дают. Они на 2 месяца взяты под арест. Я думаю, что последнее, что там разберутся. Я более чем уверен, что они, братья и сестра, уж точно не знали, что он собирается идти кого-то взрывать. Ну а то, что он был связан, и то, что он, находясь уже в розыске, даже тогда, когда родители не знали, где он находится, связывался с братом и сестрой, и они об этом не сказали родителям, это факт, они уже сейчас это подтверждают. И телефонные разговоры, и другие встречи там были. Поэтому, наверное, спецслужбы считают, что их надо держать под арестом и информацию уже с них брать. Задержан уже по подозрению в том, что оказывал содействие в совершении этого теракта или подготовке этого теракта. Следующий, третий товарищ, это Аушев. Опять же, на 2 месяца взят под арест. Дальше будем смотреть, какое там его было участие в подготовке, в тех или иных там действиях в ходе подготовки проведения этого теракта. Сегодня самое для нас неприятное, это то, что наши ребята по чьей-то указке, я это эти последние 2 года я об этом только и говорю, по чьей-то указке вот убивают, едут, кого-то взрывают, кого-то чего-то делают, пытаясь кому-то что-то доказать. И при этом, когда смотришь, кто за ними стоит, совершенно понимаешь, как в темную используют наших ребят. Вот в этом самое главное обидное, что и родители, и родственники позволяют использовать своих детей в вот таких мерзких, грязных вещах, которые наводят след на всю республику, на всю нашу молодежь, на все население республики. Но мы знаем, что и случай в Владикавказе, где взорвался некто Мальсагов, случай на Череменском кругу, где взорвался Аджиков, и вот этот случай. До этого была информация, что у членов бандподполья, лидеров бандподполья есть некоторые такие вещества, которые они используют для того, чтобы на этапе совершения теракта или вколоть, или дать выпить тем, кто будет это делать. Почему? Потому что просто так пойти в здравом уме и в сознании где-то взорваться, конечно, это никакая идеология не заставит человека, если у него нет каких-то ярких там или явных аргументов. А здесь таких аргументов не было совершенно. Почему? Потому что их не было в помине у этих ребят, чтобы пойти взорваться. Были аргументы, то, что кто-то был неизлечимо больной. Но опять же здесь это использовали. В случае Магомеда Евлоева это было тоже. И доза тех средств, которые были, опять же по информации официальной, доза была довольно высока, то есть нечеловеческая доза. И то, что и очевидцы говорят, что человек совершенно не контролировал, не вел себя неадекватно, это факт. То выступление, которое они делали перед тем, как взорваться, или до того, как пойти на это тоже, говорят, психологи это все изучали, записи эти и по Мальсагову, и по Евлоеву, они внятно дают, четко дают понять, что человек совершенно неадекватен. То есть уже под воздействием это все говорит. Не только в момент взрыва, а в момент этого. Поэтому вот так произошло. И есть еще один фактор, что Евлоев не сам нажимал, а вероятнее всего, большей долей вероятности то, что он его использовали дистанционно, то есть на расстоянии взрывали.
Но это опять же совершенно не умаляет каких-то достоинств, совершенно не говорит о том, что эти парни не виноваты. Они виноваты в том, что они позволили себя втянуть. Они виноваты в том, что они вошли в эту среду. И здесь виноваты родители, которые просто не контролируют, не смотрят за своими детьми. И когда я всегда повторяю, что придет время, пусть они всю ночь хоть в мечетях молятся, в этом ничего плохого нет. Но сейчас не время. Сейчас надо контролировать, куда идет ваш сын, с кем он общается, с кем он живет, чем он дышит. И когда начинают прикрываться, мне родители некоторые говорят, он ездил ночью в мечеть молиться. В конце концов, заставьте его дома молиться. Но не время сегодня, когда молодежь может так обманывая родителей ездить. И потом, когда это все происходит, и говорят, мы не думали, что он это сотворит. Поэтому я очень убедительно прошу родителей всех, посмотрите случай один, случай второй, случай третий. В чем эти дети виноваты? Они виноваты лишь в том, что вы над ними не стоите, вы за ними не смотрите, вы их не воспитываете, вы их родили и думаете, что... А дальше вы их отдаете на откуп каким-то негодяям, которым совершенно по боку. Кто ваши родители, кто вы? Ни религия, ничто им совершенно не надо. Я очень прошу родителей, в конце концов, понять это. И сделать все. Мы уже собирали родителей тех, которые находятся в розыске. И они искренне хотят своих детей найти. Они не участвуют в этом. Понятно, что родители не дураки, чтобы знать, куда идет их сын и прикрывать это. Конечно, нет. Я это тоже понимаю прекрасно. Найдите тех, кто находится в розыске. Сделайте все. Поднимите всех родственников. Все поднимите. Но найдите их. Не позвольте их втянуть в авантюру. А те, чьи дети дома, просто с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня, не позволяйте им ночью разгуливать где-то. Смотрите, где они учатся. Смотрите, с кем они дружат. С кем общаются. Проверьте у всех дома мобильные телефоны, что в телефонах есть. Я же не Америку открываю в конце-то концов. Это обязанность любого родителя следить за своими детьми. Но сколько у нас случаев таких? Сумасшедшие случаи, которые вообще никогда, дикие случаи. Берет девушка, выходит замуж за кого-то по интернету или по телефону. Ребят тоже по телефону знакомят. А потом мы разводим руками и начинаем. И главное, что никто не оправдывается. Все оправдывают деяния своих детей. Все приводят какие-то факты, что их насильно кто-то вывез и специально спецслужбы сделал. Но в конце концов, откройте вы глаза. Это же ваши дети. Нельзя же так относиться к этому. И в чем вина этого парня, девушки, которого задержали, или третьего парня, которого задержали? Чего не хватало? В чем вина их? А вина в том, что родители не досмотрели. И это надо признавать нам сегодня. Ладно, передо мной вы не признаете, ладно, там перед властью ничего не говорите, не признаетесь, оправдываете. Ну, дома хотя бы признайте в своем кругу. Приедете домой и закройтесь дома, и детям признайте в конце концов, что ваши дети не правы. Ну, хотя бы перед детьми, теми, кто остался дома, чтобы их там не втягивали другие же, те же. Нет, вы перед ними начинаете оправдывать своего этого ребенка, как будто его специально кто-то использовал. А дети наивны, они верят в это. И студенты верят, все верят. Вот я читаю сейчас, какие мне звонки приходят на интернет, на горячую линию. Любому, что написано в интернете, любому, что сказано там, показано по телефону, всему верят. Настолько наивные. Нельзя же быть таким наивным, в конце концов. Поэтому у меня убедительная просьба к жителям республики. Особенно к родителям тех, кто влияет на ситуацию, кто занимается противоправными делами. Убедите их успокоиться, прекратить это все. Особенно родителям тех, чьи дети подвержены влиянию, чьи дети там ночью якобы куда-то ходят. Взять на контроль. Ну и максимально сделать все, чтобы, да, мы работаем над этим, выявить тех, кто стоит за этим. Тех взрослых, почему? Потому что они, правда, 18, 17, 20 лет. Нельзя, конечно, их детьми назвать, но тем не менее, они дети. А ведь их тянут к себе 30, 40, 50-летние взрослые люди. Я очень прошу выявить их. Есть всевозможные каналы, чтобы о них сообщить. Сообщите. Вместе поможем, вместе давайте бороться с этой бедой. Очень тяжело сегодня на всех уровнях власти об этом разговаривать и слышать, что вот, вы же знаете, след куда опять же идет.
Знаете, что для меня неприятно и непонятно? Родители, которые не могут справиться со своими детьми, они стесняются это сказать, они знают, что он еще больше сейчас тянется, что он убьет людей, что он совершит противоправное действие. Зная это, они стесняются сказать: да, мы сегодня не можем с ним справиться, помогите. Что в этом стыдного? Лучше сегодня признаться в этом и попросить помощи у власти, у духовенства, у общественников, у совета цепов. Или же ждать, пока он завтра убьет кого-нибудь. Но я думаю, что лучше, конечно, прийти, признаться. В этом самая главная причина, что нет у родителей контроля. Это самое главное. Семейное, это самое главное. Второе, конечно, то, что нет контроля и школы, и университеты, у нас многие, и организации, там, где работают. Поэтому, конечно, это среда. И здесь надо очень серьезно для тех, кто является руководителем на тех, контролировать своих работников, там, или учеников, или студентов. Видеть среди них того, кто, может быть, попал под влияние или попадает под влияние. Или тех, кто, наоборот, вербует и занимается этим деятельностью. Это тоже большая причина. Да, мы знаем, что много наших молодых ребят не устроено, не обустроено. Но поверьте, это не повод для того, чтобы идти кого-то взрывать, кого-то убивать. И многие, не многие, а почти вся наша молодежь не идет же на это. Идут же только единицы. Да, я понимаю, есть такой термин, как поддаться или там люди, которые поддаются влиянию. Если бы этого не было, поверьте, этих союзов бурятских или других там деятелей у нас бы не появлялось. Почему? Потому что у нас есть свои религиозные деятели, которые там намного умнее, намного авторитетнее есть эти люди. Но почему-то же они слушают посторонних, которые не могут в этом направлении сказать даже обосновать, почему они это делают. Вот эти причины есть. Ну и, конечно, причина есть то, что помогают свернуть на этот преступный путь, помогают все-таки вот эти психотропные вещества, которые присутствуют. Это тоже факт. Я с одним родителем разговаривал, они подтверждают, как сын сидит, головой качает, там, час, два, три, просто может уйти в транс и все. Это тоже явный признак того, что человеку что-то дали выпить или что-то вкололи. То есть вот эти все есть. Самое главное, конечно, если бы молодой человек сам лично себя контролировал, девушка или парень контролировал бы себя, не поддавались бы влиянию. Если вы не хотите попадать, если вы чувствуете, что вы подвержены влиянию, лучше вот не останавливайтесь, не общайтесь, не участвуйте. Не надо это вам. Если вам очень интересно, домой придите, в родителей спросите, они вам все расскажут. Но самое главное, я еще раз повторяю, это, конечно, то, что наших детей, те, кому это надо, не спрашивая нас, вот берут, вот так ему понравилось, взял и сказал: иди вот там, и наши дети это делают. Вот что самое плохое. Вот что самое плохое. И задача родителей, общества, чтобы этого не происходило. И, к сожалению, те, кто это делает, в том числе из нашей же среды. Поэтому я уже там говорил, советы давал. Много советов можно давать. Здесь дело не в том, что кто-то защищает власть. Я чисто защищаю сегодня и вчера, и позавчера, и после этого теракта интересы республики. Но я прекрасно понимаю, и вы все прекрасно понимаете. Если бы в семье, если бы сам парень себя бы контролировал, этого бы не было. И никто бы его не использовал. Силы никто не втягивал. Поэтому я очень прошу это все учитывать, очень правильно. Ну, понимайте родителей, население, молодежь, в конце концов, поймите это, делайте все, чтобы вас не втягивали в эти какие-то авантюры. Прошу там для нас, там, для дворца спорта, для коррекционной школы. Вот завтра тоже еду в Москву, чтобы вот именно просить, чтобы... Поэтому не верьте этим сказкам. Ну, будьте вы со своей головой, в конце концов. Или же сегодня, вчера, вот целый блок сообщений мне приходит. Целый блок сообщений. Но самое главное, самое страшное, уважаемые жители республики, вежели, южели, я очень вас прошу, без всяких, вот есть принципы, есть какие-то вещи, есть какие-то там обиды, есть какие-то там другие вещи. Но бывают вещи, когда это все в стороне, это все, когда мы объединяемся. Когда мы говорим, вот враг, сегодня враг, который нашу молодежь портит. Ну, в конце-то концов, поймите, что было год назад, что было 2 года назад.
Неужели нам не хочется жить нормально, как другие субъекты? Неужели нам не хочется, чтобы у нас были прогулочные там, места, где чтобы наши дети радовали жизни? Неужели нам не хочется дворца спорта, дворца культуры? Неужели нам не хочется, чтобы у нас столица была нормальная? То есть вещи, где надо забыть свои личные меркантильные интересы, а есть вещи, где надо вот Коммунволк. Это Родина. И никто за нас ее делать не будет. И я очень прошу это правильно понимать, и в этих вещах вот сегодня самый страшный враг – это то, что наша молодежь использует в этих злодеяниях. Поэтому те, кто занимается этим, прекратите это все делать. Лучше добровольно придите, поможем. Я сделаю все, чтобы всем помочь. И те, кто подвержены этому, то же самое, остановитесь. Ну и те, кто видят и не говорят об этом, не будьте вот этими посторонними участниками. Почему? Потому что страдаем мы, страдает республика от этого. Авторитет наш страдает. Очень всех прошу это все правильно понимать. И вот здесь не надо играть в политику. Здесь никто ничего не выиграет, здесь все мы проигрываем. Давайте все вместе как один работать. Давайте здесь объединяться все вместе. Спасибо.